Мухаммад, следующий вопрос у меня такой. Значит, понятно, что после депортации карачаевского народа дома карачаевцев не остались пустыми. Кем заселили эти дома? Что стало с городом Микоян-Шахар, с территорией Карачая? И как эти переселенцы затем уже отнеслись к памятникам истории и культуры карачаевского народа? Ну, в основном хорошие люди, хорошего, как сказал один этот, хороший немец, сюда не пришлют. Хорошие люди чужой дом не зарились, да? Мгм. Когда пришли, некоторые хотели продать, некоторые вообще не хотели продать. Но у нас метод. Кого привезли? Кого заселили в ваши дома? Заселили грузинами в основном. Сталину сказали, что ты грузин, и так и далее. Вот этот Берия тоже сам еврей. Грузины тоже разные бывают. Грузины тоже разные бывают. Грузины, значит, чистые, скажем так, или же грузины сваны, или же грузины мигрелы, Ну, грузины Свара нам родственники. родственники. Они ушли с Келли-Джурт, сейчас вот Черкесск называется, да? Они бы так не поступили. Они так не поступили. Ага. А многие без слов ушли. Мгм. Некоторых пришлось применить силу. Драться мы очень умеем, потому что вот Не хотели занятые да, дома возвращать? а Карачаевск был сначала Карашавайджери, пришли Кулхором назвали. Из-за того, что в Карачаевск оттуда военная Грузия, Кулукора уж, да? Мгм. Кулхори назвали. И школа стала грузинская, там кто остался, и осетин всех на грузинский лад А учили. карачаевцы не остались? Хотя бы дети, старики, женщины? Никого не оставили? Детей-то не могли оставить. Остались вот два брата Гочаевых. Ага. Ну, То есть Гачияевы, кстати, грузинского происхождения. Гоча, да. От Гочи Джапаридзе. Ну да. А. Они остались. Джапара были и в Дагестане, и Джапаров было много, между прочим. Мгм. Это тоже спорный вопрос. Гочаевы остались, то есть один То есть остался, какое-то количество карачаевцев нет, не осталось? количество. Вот Несколько этот парень человек. сбежал, я говорю, вот эта девочка спряталась, допустим. Понял. На отдаленном Коше дети остались, потом пришли домой, там солдаты пьют, гуляют их забили, избили. Через 3 месяца, допустим, старшенький умер от тромба, допустим, от гематом. Мгм. Избили, отправили туда. А вообще, я думаю, что грузины тоже были временно, потому что в 1953 году еще планировалось переселить всех и вся, сделать Грузию, остальные народы, чтобы были под Грузией, под Братской Грузинской Республикой. Вот такой план был. Но А район теперь наш. Карачая, насколько мне известно, отошел к Грузии. Был Да, включен в Грузинскую ССР. да, вот это Капокоиндак отошел к Ставропольскому краю, он так и остался. А вот эта часть, это, остался, отдали Грузии. И Грузию отдали этот коридор 12 километров шириной до Калмыкии. Ух ты! И Ничего в себе! Калмыкии была грузинская земля тоже для этого Кошмар какой! вопроса. Это Вот. вообще такое возможно? Ну, короче, Это эти данные, значит, фактические? да, всех порядочных, сначала чистка рядов Кошмар. партии, всех порядочных уничтожили, никто не пикнет, и вот творили, что хотели. Творили, что хотели, действительно. Вот и они работали, Берия работал на Англию, это доподлинное известие, я думаю, это Йосиф Джуга работал прямую на Америку, потому Ну, что это вряд ли. По-моему, это спорный вопрос. Я не ну, думаю, что так. если не так, то его подогнули. Вот война началась, он из запоя первые дни не выходил, первые 3 дня. Потом ходил туда-сюда,
не выходил из Кремля. Его хотели это, в Куйбышев, поезд готовый, все. И даже труп Ленина погрузили. И он боялся выйти оттуда, ходил. Пришел англичанин, посол, переговорили 1,5 часа, и он с курицы снова стал петухом и обратился к народу вот этими со сладкими словами и так и далее. Но когда война кончилась, эти сладкие слова были забыты. И несмотря на тупость... Вот откуда у вас эти данные? Ну, с разных источников. Я живу уже 65 лет. Я слушаю. Вы когда-нибудь работали в архивах? В архивах нет. Вот. Но архивные документы читали, да? И те, которые, значит, в свободном доступе. Да, кто в свободном доступе, кто это, я читал. Понятно. Мухаммад, мне интересно вообще, как к трагедии карачаевского народа отнеслись другие народы автономии. Например, наши кровные базины, черкесы, русские, казаки. Кто вам сопереживал? Кто более всех радовался вашему возвращению через 14 лет? Ну, точно не могу сказать, но казаки довольно рады были, потому что никто не сопротивлялся им, кроме карачаевцев, допустим. Карачаевцы по многочисленности и по боевому духу давали отпор. Это казаки, не настоящие казаки. Это Екатерина издала указ, такой указ, что каждому барину освободит по 2 холопа из 50 для создания армии. И вот это, в основном вот это, и они взяли самых никчемных, самых негодных, на тебе подарок царицы. И в основном вот это наши казаки, основное это, а так 40 домов только чистых казаков сюда прибыло. Остальные не казаки, остальные мужики. И вот они так как раз самые грабежом занимались, пахать землю разучились, грабить научились. Это кто? Казаки. О. Вот это такие казаки. А Нагаец, допустим, сказал: вас выслали, мы плакали, говорят, вы вернулись, мы снова плачем, говорят. Почему? Не такие вернулись, говорят, уже. Понял. Уже не такие добрые, уже немного озлобленные, уже, допустим, понятно. Допустим, до высылки, допустим, с колхозного поля початку кукурузы никто не брал. Допустим, мой дедушка пас овец колхозных, и шерсть падает клоками, и он эту шерсть убирает, затыкает в дупло там или между камнями. Не брал. Почему не берешь, говорят? Это что-то бедолаги такого же, как и я. Воровства не было вообще в помине. А потом там с голодухи потихоньку кое-кто научился. Понятно. Выжили очень дружные семьи и очень наглые семьи. Наглые люди. И вот пришли уже не те. Изменившиеся. Изменившиеся. Дай Аллах исправиться нам. Дай Аллах, чтобы прежнюю честь принята обратно. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог. От всей души желаю вам счастья. Я читал вчера ночью, подготавливаясь к нашей встрече, читал разные книги о карачаевском народе и прочел книгу, сейчас я не помню, кто написал, это женщина была, она написала о трагедии депортации. Алиева? Да, по-моему. Я, честно говоря, долго-долго сдерживался, но там вычитал такие истории, что скупая мужская слеза вынужденно вышла от меня. Вот такое несчастье это было. Это значит, такое же, как и махаджирство 19 века, когда и абхазадыгов, и абазин, значит, и карачаевцев
и все остальные народы, значит, чеченцев и так далее, выгоняли отсюда. Но вы пережили два махаджирства, выходит так. Махаджирство 70-х, 80-х годов 19 века и вот второе махаджирство – это депортация. И вот там я прочитал, вот, что абазины, черкесы радовались вашему возвращению. Насколько эта информация правильная, правдивая, объективная? Ну, после нашего ухода, допустим, рынки оскуднели, а с Азии приехали с сахаром, со скотом, с шерстью. И вот недовольные были, когда мы вернулись, но потом все поняли, и вот одна женщина говорит, я продавала молоко, а Вазинка давала бесплатно, говорит. Они были очень рады, говорили, что в Черкесск, допустим, не пускали никого, когда мы уехали. Черкесск переименован, когда, не знаю, черкесском, когда назвали, не знаю, но сначала был Келлиджурт, радушная, приветливая родина, потом Сулимова, потом Ижова, Черкесский, так и далее. Потом Баталпашинск, хотя Баталпаша там нога не ступала, Баталпаша, Балтыгюз, там было сражение. У него 2500 человек пришли к нам защитить от России, ехали к нам. И вот Сабуров подкупил черкесского князя, 300 золотых дал в Арбузе. И вот этот купленный, он дал сводки, договор был с Турцией, договор был и с Россией у него, значит, двойной шпион. И вот ждали, когда он спустится, вот сейчас аул Кубина, Валтыгюз, и напали. И вместо того, чтобы бежать, допустим, вперед, он не знал, что впереди тоже может быть засада. Он ударил и обратно. Убил 60 человек. А сколько у него умерло, это неизвестно, потому что все были связаны к коням. Маз, пояс и к седлу приточены. Сколько погибло турков, неизвестно. Но Баталпача, вместо того, чтобы убегать, напал. И это место назвали Батал-Чапхан. А сейчас Байтал-Чапхан переназвали, уже изменили. Байтал – это кобылица, а Батал – это имя. Баталпаши. Да, Батал-Пача. Пача. Не просто Гердовый, а Пача. Мухаммад, как ты, зная реалии сегодняшнего дня, смотришь на будущее карачаевского народа? Готов ли карачаевский народ демографически, идеологически, и, главное, духовно и нравственно противостоять новым кризисам, которые непременно будут в будущем? Ну, что революция сделала в России за 10 лет, к нам за 100 лет вот начала вот деградация вот эта такая. Потому что мы вернулись с Азии, вот это маматлык, там взаимопомощь, там все, дружба, соседство, все очень хорошо. А сейчас вот немного разбогатели, кто-то сильно богатым стал. Вот эта перестройка больше сделала, чем эта депортация. Но есть люди очень мощные, очень сильные, как Скала, допустим. Намного лучше меня есть люди, намного умнее есть. И я очень надеюсь на восстановление, во-первых, языка, и во-вторых, старинных обычаев, которые выделяли нас в лучшем виде. Я очень надеюсь на это. Дай Аллах. Представим, что где-то в мире в одном месте собрался круглый стол из экспертов по всем областям знаний. Если им рассказать о том, сколько в мире сегодня карачаевцев, как они живут, сколь хорошо они знают родной язык, историю, культуру, как ты думаешь, что они скажут о будущем карачаевского народа? Иными словами, сколько лет жизни они предскажут карачаевской нации?
Про них не знаю, но я надеюсь на лучшее. Но демографически вы как развиваетесь? Демографически мы сейчас на нуле. На нуле. Это Плохо. плохо. Идеологически вы поддерживаете друг друга? Или все-таки перестройка помешала вам конкретно? Так, некоторые, допустим, вот в Волгограде две карачаевские семьи поехали, сильно раскрутились. В одной семье жена ходит, карачаевцы, которые поступать поехали, их собирают домой, там они живут и так и далее. Молодец, и так молодец. И далее, да? Да. А другие, родственник пошел, и тот недоволен. Ну, Такое тоже бывает. такое бывает. Очень разное. К – это состав противоположностей, да? У нас слово К – это в основном состав противоположностей. Ну да. Кар – это снег отходчивый, тает. Карач – это смотрящий. Смотреть, наблюдать, да? Кара – это бесконечное знание. Мгм. Мы стремимся к знаниям, да. Потом есть слово арача посередине, да? Арача – это посредник. И в конце ай. Ай и луна, и развитие, да? Айну. Я впечатлен. Вот Твоим в знанием. Айране тоже слово ай, да? Вот ай, я очень на айну рассчитываю. Потому что 3 раза отсюда уходили и снова возвращались сюда. Тянет, во-первых, вода, а потом горы. Не можем без гор. Трудно жить в горах, но горы тянут, очень тянут. Еще один вопрос о сплоченности нации. Я все-таки хочу понять, насколько карачаевская нация сплочена. Значит, приведу один пример. Вопрос о том, сколь народ понимает и поддерживает друг друга, какой народ Кавказа тот или иной народ считает самым единым и самым сплоченным, я такой вопрос задавал абхазам, моим соотечественникам. Я сказал, вот считаете ли вы, что абхазы самые сплоченные в мире? Нет, говорят. Хорошо. А какой народ, по вашему мнению, наиболее сплочен? Они говорят, грузины. Спросил у грузин насчет сплоченности. Они говорят, не, мы не сплоченные. Сплоченные армяне. Спросил у армян. Армяне говорят, нет, мы не сплоченные, сплоченные евреи. Так вот, как бы ты ответил на этот вопрос, если бы кто-то тебе его задал? Я бы ответил ингуши. Ты бы ответил ингуши. Да. То есть ты бы ответил, нет, карачаевцы не сплоченные, а вот ингуши сплоченные. Карачаевцы тоже очень сплоченные есть. Но они круче. Сплоченнее, потому Понял. что Аушев сказал, они поберегли себя. Единственный выстрел мог стать причиной вторжения русской армии, да? Угу. Ответный выстрел. Они держались, и их очень много провоцировали, трупы кидали, там на мечеть нападали, в аэропорт нападали. Они очень крепко сдержались, а мы очень сложно было, у нас тоже было такое время, очень сложно было удерживать некоторых сволочей. Иногда они выскакивали, допустим, 3 рывком поехали в Кубину, абазинцев пугать. Они их забили и машину сожгли. За то, что забили, бы правильно сделали. Нечего было лезть, нечего петушиться. А машину они восстановили, допустим. Это у нас мало времени остается. А здесь, значит, хронометраж мне показывает, что нужно чуть поторопиться. И еще один примерный вопрос, как предыдущий. Значит, как-то один абхаз, прибывший на родину из Турции, обратился к абхазу, живущему в Абхазии, и спросил, а осталась ли среди вас, братья, зависть? Естественно, он имел в виду не белую зависть, а черную. Абхаз, получивший вопрос, постеснялся признаться,
что в Абхазии, к сожалению, есть зависть. Я ответил, что они ее изжили, что ее больше нет. И тогда абхаз из Турции сказал, ну тогда и Абхазии нет. Не может народ жить без зависти, нереально это. Что бы ты ответил, если тебя о том же спросил, например, карачаевец из Турции? Зависть не исчез, к сожалению. У многих сердечки в душке осталось. Я очень сожалею этом. Допустим, а у нас собирается многие, допустим, двоюродные, троюродные. Никакой зависти, все друг за друга радуемся, допустим. И 100 человек бывает, и 20 человек бывает, двоюродные, троюродные, по одной линии, по другой линии. Соседей берем с собой иногда, на природу выезжаем. В основном, допустим, стараемся помочь. У нас тоже был кризисный момент. Ты остался без работы, и на муку уже деньги не хватало. У нас родственница сильно помогала. Родственники другие тоже помогали. А потом она умерла, и вот его семье все помогают. Или же вот сиротки были, их обучить надо было, одеть надо было. Всем гуртом мы им помогли, а теперь они нам помогают. Допустим, вот этот ковер купил, вот это люстру, допустим, когда у нас очень скудно было, помогли очень. Вот этот кухонный набор и так и далее. Вот этот телевизор, подаренный, допустим. В основном друг другу очень сильно помогают. И вот этот мамматлык, допустим, помощь друг другу. Дом построить, там крышу крыть, тяжелую работу делать. Это частенько есть. Помогаем. Ну, вот тут сироткам строили дом, собрались люди, один чуть-чуть поработает, потом руки в карманы и всем ошибки указывает. Такие тоже есть. Такие тоже есть, да. К сожалению. Так, значит, живут ли в Турции и иных странах Ближнего Востока и мира аджиевы? Если да, то где именно? И встречался ли ты с ними сам? Сам с ними не встречался, а так в Турции много есть. Много В аджиевых. Болгарии, то есть Венгрия сейчас называется. В Венгрии тоже есть? Да. Ага. Есть в Болгарии. Аджиевы. Да. Но они именно карачаевцы или... Нет, это Хунгария не карачаевцы, Хунгария это Салтая. Ага. Это, Не, я имею в виду только карачаевцев. только карачаевцы, допустим, есть это в Патерсоне в Америке. В Америке. И рядом, как она называется? В Турции есть? В Турции много. Именно карачаевцы? Да. Турции, Ататюрк сказал, что у них язык чистый, они люди красивые, значит, были бесхитростные, значит, красивые еще были, да? Когда морда такая торгашская, уже некрасивый человек. Ну да. И лучшие земли распорядился выбрать. Дали нашим землю у моря. Наши начали строиться, сказали, нет, дайте нам горы. Ушли в горы, и там очень много селений карачаевских. Зато сохранили язык надолго, обычаи сохранили. И там очень успешные, там и премьер-министры, и спортсмены, и так и далее. И олимпийский чемпион. Много, короче, наших там. Даже там в почете. И последний. Ну, это не вопрос, а скорее мое предложение тебе обратиться со своим личным посланием к миру. Вот нас будут смотреть и слышать во многих странах. Прежде всего тебя увидят и услышат твои однофамильцы, братья, сестры, молодежь. Что бы ты им всем хотел сказать здесь и сейчас? Да, это сразу слов не подберешь, но твое счастье, говорит, зависит от счастья семьи. Счастье семьи зависит от счастья селения. Счастье селения зависит от государства. Так что
если желаешь себе хорошего, надо пожелать всем добра и мира, разума, что есть категория людей, которые услышат и сразу хоп, верят. Есть категория вообще не верят, не слушают. Есть, которые не слышат, и слышать не хотят. А есть категории, которые и того, и этого выслушают, сделают мнение. Я хочу, чтобы все слушали друг друга, уважали друг друга и знали историю, чтобы ошибки не повторялись. А то некоторые хотели Гитлера, допустим, есть такие. Гитлер тоже, Кто хотел? Сталин и Гитлер одинаково одни хозяев имели, одни и те же финансирования получали. Дядюшка Семих ими командовал. И такие тупые команды были, такие жертвы, и их допустим, задача была побольше погубить людей, я думаю, в этой войне. А так, думаю, это Жуков умный, там Сталин умный. Очень глупые были приказы с обоих сторон, очень глупые решения. Ну, народ выстоял на крови народной, захлебнулась вот эта машина германская. Сначала ЦРУ, Америка помогала Германии сильно, а потом после Киевского котла вообще сопротивление стало невозможным, помогла сюда. И взяли они за эту помощь очень бешеное количество золота. Во много раз больше, чем отправили сюда. Вообще ненужную обувь, не заводящиеся самолеты. Допустим, Англия танки обшивала шелком, чтобы было подороже. Им было погубить народ, высосать народ. И вот смешать народ, чтобы не было чтобы был скот управляемый, чтобы был рабочий скот. Ну, слава Аллаху, люди понимают многие, стараются сохранить и обычаи, и язык. И главное, с соседями надо быть в дружбе. Действие равно противодействию. Этот закон никто не отменял. Как ты отнесешься к другим, так к тебе и отнесутся. Правильно. У меня есть черкесы, друзья, и подруги, хорошая, допустим, женщина есть. Осетины знакомые, борцы были. Есть ингуши. В Чечне я ходил, многие боялись ходить, я ночью, днем ходил. Абхазы друзья были, братья были? Абхазии не было. Все, я появился. Не в армии, слава Аллаху, дай Бог нам подружиться. Так, и пару слов на карачаевском языке, вот как послание, прежде всего, Аджиевым и всему карачаевскому народу. Allah tuğumuzunu canlıdan sıyletsin, köbetsin. Milletimizin de sıyın kötür nasibini Allah versin. Ana tilimiz canlıdan aram tili bolup. Milletimiz de canlıdan eski sıyın tabar nasibini Allah versin. Şokluk tutar nasibini Allah versin. Canlıdan araça bolup. Bizge orta yarığa kelirçi adamla olmasın, Allah versin. Allah seni Allah versin bizge. Спасибо, Бексалбол, за прекрасную беседу, за незабываемый день. Спасибо тебе, дорогой брат. Вот, действительно, мы уже, слава Аллаху, слава Богу, Всевышнему, мы будем друзьями и близкими, родными людьми. Сейчас обменяемся WhatsApp телефонами. Да.